Целых Сенада Порнидия. Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально недавно, в конце 2020 года, в Чувашском книжном издательстве вышла в свет уникальная книга под названием «Путешествие по Чувашии. Чуваш Шержевебе Паллажария». Это уникальное издание адресовано для детей младшего школьного возраста, а также для семейного чтения. Красочные иллюстрации, интересные задания манят детей окунуться в мир чтения. Простой и доступный язык текстов позволяет увлеченно читать и познавать. Само название книги «Путешествие по Чувашии» говорит о том, что юные читатели отправятся в заочное путешествие по родному краю, по Чувашской республике, во время которого посетят все города нашей республики, а их у нас всего 9. Также они посетят все районы Чувашской республики, их у нас 21. А поподробнее о данном издании расскажет автор-составитель, ведущий редактор детских изданий Чувашского книжного издательства Ольга Леонидовна Васильева. Ольга Леонидовна, скажите, пожалуйста, сначала о идее самом издании. Добрый день. Все, наверное, помнят, что в 2020 году мы отмечали 100-летие создания чувашской автономии. В Чувашском книжном издательстве вышло немало красочных книг для взрослой аудитории. Редакция детской литературы тоже решила преподнести нашим маленьким читателям такой подарок. Мы подготовили красивую, яркую и познавательную книгу для наших детей. Мы ее назвали «Путешествие по Чувашии. Чуваш Шержевебе Паллажария». Руководителем этого проекта является Светлана Анатольевна Каликова. Ольга Леонидовна, мне бы сейчас хотелось узнать подробно о самой структуре данного издания. Как же информация размещена в данном издании? И кроме информации, что могут найти в этой книге наши юные читатели? Как заметила Евелина Николаевна, в Чувашской республике 21 район. Когда я работала над составлением рукописи этой книги, я постаралась найти самое-самое интересное для детей о каждом нашем районе, а также поведать что-то любознательное о городах. Город Чебоксары и город Новочебоксарск мы выделили отдельно. Поэтому, если вы откроете саму обложку, она у нас открывается, вы увидите не 21, а 23 пункта назначения, куда прибудут наши герои. То есть Чебоксары и город-спутник Новочебоксарск выделены в отдельную главу. Кроме информации о районах и городах Чувашской республики, для детей также размещены очень интересные задания в этой книге. Расскажите, пожалуйста, какие задания должны выполнить наши юные читатели? Раз наши главные читатели это все-таки дети, мы решили книгу сделать не только полезной и интересной, но чтобы она и запомнилась. А для этого мы подготовили самые разные задания. Они несложные, но если вы внимательно будете читать наши главы о каждом районе, вы легко со всеми заданиями справитесь. Например, найдите отличия на 2 рисунках, решите кроссворд, пройдите по лабиринту до назначенного места, еще многое другое. Я думаю, детям нашим это будет интересно и полезно. Ольга Леонидовна, кроме информации, кроме заданий различных, еще есть в этой книге словарик. Да, действительно.
когда мы составляли текст для этой книги, все-таки мы рассказываем о нашей республике, она постоянно развивается, появляются новые термины, новые слова. Взрослому читателю несложно понять их значение. А свои же книги мы решили объяснить детям, то есть дать толкование тех или иных, наверное, сложноватых для детей слов. Например, что такое ГЭС, что такое художественная галерея, что такое крепость, еще много-много интересного. Эти слова мы отметили специальным знаком, который так называется словарик. И вам легко будет их найти и узнать поподробнее. Замечательно. То есть во время заочного путешествия наши дети будут увеличивать свой словарный запас. Надеемся. На некоторых страницах книги встречается отметка. Знаете ли вы, что же это за отметка, Ольга Леонидовна? В жизни каждого района или республики происходили важные и значительные события. Некоторые уже из них покрылись пылью, а некоторые жители помнят до сих пор. В наших книжках, чтобы читателям было интересно, мы нашли самое-самое интересное и увлекательное о том или ином районе. Для того, чтобы вы сразу увидели эту информацию, мы поместили их под отметкой «Знаете ли вы?». Также на некоторых страницах книги вам встретится такая отметочка, как «Советуем посмотреть» или «Рекомендуем посетить». Данная информация рассказывает о том или ином музее или же художественной галерее, которые расположены в районах Чувашской республики. Прочитав их, вы можете вместе с родителями посетить и ознакомиться ближе с творчеством известного писателя, художника. На некоторых страницах книги есть отметки «Советуем посмотреть» или же «Рекомендуем посетить», где читатели могут найти информацию о музеях и художественных галереях, которые находятся в городах и районах Чувашской республики. Ознакомившись с ними, они могут их посетить. Изюминкой данного издания является одноименная настольная игра «Путешествие по Чувашии». Хотелось бы узнать о данной игре. В книге имеется приложение. Настольная игра, составленная по карте Чувашской республики. Чтобы игра получилась интересной, яркой и увлекательной, на нашей игре есть специальные места для наклеек. Мы подготовили также набор наклеек. Это фотоизображение наших достопримечательностей. Перед началом игры мы можем взять понравившуюся достопримечательность и наклеить на необходимое место. Например, Макрынский железнодорожный мост, который находится в Канарском районе. Мы наклеили нашу наклеечку. Получилось намного ярче и интереснее. Для игры у нас есть специальные матрешки в чувашских национальных костюмах. Они отправляются в свое путешествие по нашей игре из столицы нашей республики, города Чебоксары. Во время своего путешествия они посетят каждый район, еще раз посмотрят достопримечательности и вернутся обратно опять же в город Чебоксары. Кому сколько шагов делать, подскажет кубик, который тоже имеется в комплекте. 2021 год в Чувашской республике является годом подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. О Сурском оборонительном рубеже есть информация в данной книге. Где же, на какой странице его могут найти наши юные читатели? Наши герои добираются до Шумерлинского района, и здесь они посетят Сурский оборонительный рубеж. Прочитав небольшую информацию об этом рубеже, читатели узнают, что такое рубеж, для чего он нужен был и почему нам дороги те люди, которые его строили. Во время путешествия юных читателей сопровождают главные герои данного издания. Кто же они такие? В нашей книге
3 главных героя. Лиса Краса, Атнер и красавица Эльби. Повествование ведется от имени Лисы Красы. Почему же мы выбрали именно образ лисы для этого издания? Наверняка все знают и любят чувашскую народную сказку «Лисья пляска». Мне она тоже очень понравилась. Мы посоветовались с художником этой книги и решили сделать ее одной из главных героев данного путешествия. Наша художница очень постаралась, чтобы книга понравилась каждому читателю. И когда вы листаете страницу, то вы видите, что в каждой главе, в каждом районе наши герои красивые, но очень разные. Я хочу поблагодарить Юлию Юрьевну Лутошкину. Именно она проиллюстрировала нашу книгу. Поистине, книга получилась очень интересной и красочной. Каждый рисунок на каждой странице оживает по-своему. Дорогие друзья, данную книгу «Путешествие по Чувашии» вы можете найти в библиотеках Чувашской Республики, а также, если у кого-то появилось желание приобрести ее для домашней библиотеки, она продается в книжных магазинах «Книжные новинки» в городе Чебоксары. Также вы можете приобрести эту книгу на нашем сайте в интернет-магазине по адресу www.chulbook.ru. Всем желаем приятного чтения! Пирен книги Сирейки Лежесе Шанзах Тратпер.